небо, ветер и радость впереди у школьников. А у их учителей позади огромный багаж военного опыта. Многие из приглашенных на музыкально-поэтический вечер в Доме Москвы педагогов – ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Они рассказали, каково это было самим прийти в школу после боевых действий и заниматься с детьми, пережившими войну. Все выживали, особенно мамы. Мамам было тяжело. Все ездили зарабатывать деньги. Прекрасно все помнят это время. И дети практически были предоставлены нам, учителям. Все, кто начал работать после войны, это все прекрасно помнят. И мамы прямо говорили: Хибла Гивна, вот все, мы оставляем вам детей, теперь они ваши, а мы будем заниматься тем, что добывать деньги для семьи и так далее. То есть воспитанием и обучением детей полностью занимались мы, учителя. Мы практически заменяли им семью. По словам Хиблы Шамба, нынешнее поколение детей, хоть и сильно отличается от послевоенного, интересуется событиями тех лет. По ее мнению, важно, чтобы им рассказывали о войне ее непосредственные участники. После войны вообще не хотелось говорить о ней и вообще вспоминать какие-то моменты. Хотелось все это забыть. Вот лично мое восприятие было именно такое, что совсем не хотелось об этом говорить. Но со временем, когда вот сталкиваешься с молодежью все время, с подрастающим поколением, ты понимаешь, что надо им рассказывать об этом, что было это все и не в книгах, и не в кино это все, а в реальной жизни, что такие герои были, и они должны об этом знать, и они должны быть примером для них. Действительно, на самом деле дети с удовольствием слушают о героях, о каких-то реальных историях, которые реально произошли во время войны, они с удовольствием это слушают. Тем более, когда они знают, что это реальный человек, который действительно в этой ситуации не по рассказам, а вот реально участвовавший в этом, им это интересно. И пока им это интересно, надо им рассказывать. Среди гостей творческого музыкального поэтического вечера были учителя, получившие звание заслуженных. В ходе мероприятия также передали памятные медали к столетию СССР бывшим руководителям партийных и комсомольских организаций, которые не успели вручить ранее. По словам представителей Дома Москвы, подобные вечера укрепляют абхазо-российскую дружбу. Такая вот связь, которую предоставляет площадка, называемая Домом Москвы, она способствует дальнейшему углублению, развитию наших братских связей с Российской Федерацией и также формированию единого культурно-образовательного пространства. Сегодняшний вечер – это просто еще шаг для того, чтобы обратить внимание и властей, и районных руководителей на проблемы школы, чтобы учителя чувствовали, что за этот подвижнический труд, который они совершают, что государство заботится о них. Вот это наша маленькая толика, так сказать, вклада в это дело. Творческий музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию Дня учителя, еще один повод обратить внимание на учителей, чей труд обычно остается за пределами поля зрения чиновников и общественных организаций. Но, по словам самих учителей, это внимание необходимо. Учитель – это из всех ныне существующих профессий, это самая скромная профессия, потому что в основном это люди не публичные, это люди, которые заняты исключительно детьми и у которых не хватает времени довольно часто на семью и на себя. И поэтому День учителя – это как раз тот день, когда они купаются в лучах славы. Поэтому, естественно, приятно, что о нас вспомнили, что нас поздравили. И вот, пользуясь моментом, немножко, не знаю, может быть, поздно, уже День учителя как бы прошел, но еще раз всех учителей республики мне хочется поздравить с этим праздником. Я думаю, они этого заслужили. Музыкально-поэтический вечер в Доме Москвы – способ отблагодарить учителей и обратить внимание на труд, который незаметен в повседневной жизни, но от которого напрямую зависит будущее страны. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ.